Он не посетитель, да? Он не посетитель, он с улицы зашел. В 2020 году отряды групп задержания отдельного батальона полиции Якутского отдела вневедомственной охраны сделали 1538 выездов на сигналы охранно-тревожной сигнализации. Какие бывают сигналы, как идет служба и что думают простые бойцы групп задержания о своей работе в сюжете «Ясия». Работа ведется круглые сутки в 2 смены. Утренняя смена приступает к дежурству в 9 часов утра и заканчивает в 6 вечера. Вечерняя длится с 6 до 9 соответственно. Перед выходом на дежурство обязательный развод, то есть проверка готовности и инструктаж, доведение новой информации и многое другое. Путем разбития окна похитили денежные средства в размере 20. Главная задача нарядов групп задержания ведомственной охраны является охрана имущества и объектов по договорам путем реагирования на сигналы тревога поступаемых с объектов или мест проживания и хранения имущества граждан. Также это охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности. На сегодняшний день под охраной ведомственной охраны города Якутска находится порядка 1000 объектов различных форм собственности. Помимо этого осуществляется физическая охрана 12 особо важных объектов, на которых расположено 33 стационарных поста. Ежедневно в целях своевременного реагирования на срабатывание тревожной сигнализации ежесуточно несут службу 7 нарядов групп задержаний, которые распределены по городу, в том числе и по его окрестностям, и готовы в любой момент незамедлительно прибыть в любое время суток на тот или иной объект. Несмотря на карантинные мероприятия, связанные с пандемией коронавируса в 2020 году, возложенные задачи были выполнены в полном объеме, без снижения темпа работы. В связи с ограничением работы развлекательных заведений в период данного карантина, основная часть вызовов поступила с объектов без массового пребывания и скопления граждан. Тем не менее, граждане продолжали совершать правонарушения на таких объектах, как гостиницы, сауны, место организации торговли и место пребывания летнего кафе и ресторанов. Пандемия, конечно, оставила свой отпечаток. Это у нас в 2020 году с апреля по май понизилось число вызовов с развлекательных заведений. Но постепенно, в летний период и в осенний период, и уже сейчас можно сказать точно, что эти вызова сейчас будут увеличены. Дорожного движения подобной скорости. Нас приписали к маршруту 486. Город поделен на сектора, и каждый патруль берет на себя определенную часть города. Особенностью работы в Росгвардии можно назвать неопределенность. При срабатывании тревожной кнопки никто не может сказать, что там произошло конкретно. Если в полиции при поступлении вызова ребята едут, зная хоть что-то о произошедшем, ведь звонивший так или иначе обрисовывает ситуацию, то в неведомственной охране патруль едет в неизвестность. Там может быть все что угодно, начиная от ложной тревоги, заканчивая самой критичной ситуацией. Первый вызов поступил в заведение Best Boom. Девушки-администраторы пожаловались на 2 мужчин, которые приставали, матерились и распускали руки. Когда администратор сказал, что вызвала Росгвардию, один из них убежал, а второй остался. Нарушителем оказался мужчина 77-го года рождения. Мы его задержали и отвезли во 2-й отдел полиции Якутска. Ему грозит административный иск по статье «Мелкое хулиганство», часть 1. Мужчина был более-менее трезв и не позволял оскорблений в отношении охранников правопорядка. Однако, если бы это произошло, то часть 1 была бы частью 2, которая более сурова. Кстати, ребята действительно стараются быть максимально вежливыми и всегда относятся как к нарушителям, так и к пострадавшим с уважением. Документы при себе имеешь? Немаловажная часть работы – профилактика. Проверяя документы у прохожих, можно выявить или предостеречь преступления. Также люди в алкогольном опьянении часто сами становятся жертвами преступлений. Ребята говорят, что снимая форму, становятся обычными гражданами. Но в случае чрезвычайного происшествия, конечно же, придут на помощь. Так должен поступать каждый, не только сотрудник, но и любой человек, мужчина, вне зависимости от того, где и кем он работает, считают парни. Это долг человека и гражданина. Всех с наступающими праздниками, Дня защитника Отечества. Наша служба непосредственно связана с этим. Служба у нас состоит из молодых сотрудников, которые сейчас несут службу и на постах, и на маршрутах патрулирования. Боевая готовность у нас всегда на первых рядах была. Это и служебная специальная подготовка, огневая подготовка, и на первом плане у нас, конечно, физическая подготовка. Так что всех, кто
желает в дальнейшем посвятить свою профессию именно службе Родине, пожалуйста, просим к нам, в Росгвардию, единственную охрану.